сегодня у нас в штабе татар проходит вечер памяти Мурата Аджи. Здесь собрались тюркские народы, значит, у нас в штабе. Мурат Аджи, я думаю, что это личность очень многогранная. Он был и историк, и философ, и просветитель. Он призывал все тюркские народы объединяться. Ну, Мурат Аджи, мы с ним знакомы еще с конца прошлого века. Вот. Со своей книгой «Полынь Половецкого поля» он нам, вообще говоря, вышиб мозги. И народ, значит, читал эту книгу запоем. У нас в то время мы руководили молодежной организацией МТСС в Москве. Вот, и наша молодежь ознакомилась. Поэтому он как бы нам открыл дорогу в обширный тюркский мир. Мы-то до этого ничего не знали. Нам все время говорили, что тюрки какие-то недоумки, недоделанные какие-то, бусурмане. А тут оказалось, что это достаточно большая, крупная цивилизация. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل لنا هذا المجلس مباركا. Аллах Субхану ва Тааля, да пусть простит Аллах Субхану ва Тааля грехи нашего брата Мурада, да поселит он его в раю. Аллах Субхану ва Тааля, да простит нам всем наши грехи, ошибки и заблуждения, которые мы делаем иногда по незнанию, которые мы делаем по лености, которые мы иногда делаем по нерадивости. И Аллах Тааля пусть простит нам всем наши грехи, введет нас всех прощенными в свой рай. Аллах Субхану ва Тааля, а наш Мурат Хаджи пусть будет так, как он завещал своим родственникам, и пусть Аллах Тааля сделает благими его дела. Сегодня мы хотим поговорить о нашей жизни тюркских народов в Москве, о наших проблемах, о наших достижениях. Личность Мурат Аджи, я думаю, она до конца не изучена. Еще она будет изучаться, потому что его высказывания, его политика, она настолько актуальна на сегодняшний день. Давайте задумаемся, что происходит у нас в мире, что у нас происходит в постсоветских республиках. А мы здесь, тюркские народы, в нашем штабе татар, вместе сегодня соберемся, почитаем дуга, попьем чай, поговорим. Поэтому сегодняшний вечер, он проводится впервые в таком формате. Я надеюсь, что он очень плодотворно пройдет, мы все пообщаемся и заряженные будем дальше продолжать свою деятельность. Я впервые о Мурат Аджи услышал и затем встретился с ним в середине 80-х годов. В Казани, вот когда я в издательстве «Казанов» работал, потом в издательстве «Союза писателей», в те годы выход каждой новой книги Мурата Аджи воспринималось как событие вообще всего тюркского мира и в масштабах СССР. И его книги доставать просто невозможно было. Специально для того, чтобы его купить, выезжали писатели группами в Москву, и некоторым доставались эти книги, а некоторым нет. А вот потому что в те годы, когда не то чтобы о своих тюркских корнях говорить, особо-то и о своем принадлежности татарскому народу шепотом только вынуждены были мы говорить и рассказывать, к сожалению. Мурат Аджи во весь голос, он говорил, что тюрки, мы, наши предки тюрки, и они покорили мир, они создали основу цивилизованного мира. И все народы, составляющие Советский Союз,
имеют прямое или косвенное отношение к тюркам, что это наша общая родина. В тех условиях это просто чрезмерно смелое заявление было, чрезмерно смелое. Поэтому для татар он вот эту перестройку, вот эти перемены привел на 20 лет раньше, чем в самом деле это состоялось. Прежде всего нужно сказать, что есть люди, которые являются феноменом культуры, да, или, допустим, феноменом науки, в данном случае там исторически. Вот, скажем, Гумилев был ученый-историк. Что касается Мурада Анджи, который так вот ворвался в жизнь огромного количества людей со своей книгой «Полынь Славянского поля», да, именно вот эта книга была, наверное, самая известная, да, то это, конечно, был феномен общественной и политической жизни. То есть это был человек, который помог тюркам осознать собственную субъектность. И как бы не критиковали бы его за то, что его работа — это folk-history, да? Его работа — это красивая сказка о каком-то своем национальном величии. Да? На самом деле он, конечно, настоящий культуртрегер, и это человек, который провел для нас, для всех, для тюрок огромную воспитательную работу. Мы же воспряли вот на свою историю не только тюркских народов, но и всех народов. Вот его лозунг «Единый народ единой страны». Он показал, что вот все народы России, коренные народы России, они все исторически связаны между собой на общей культурной базе. И вот какие-то вот неведомые силы хотят нас разделить, раскидать. А на самом деле мы один народ, у нас много общего. И почему мы деремся друг с другом, до сих пор непонятно. Вот это Мурат Аджи, кстати, в своих книгах об этом и говорит все время. Я благодарен организаторам мероприятия, прежде всего, и за то, что они меня пригласили. Я долгое время работал журналистом на федеральных телеканалах и первый раз столкнулся с публикацией Мурата Аджи в конце 80-х годов. Я даже помню название статьи, она называлась «Не изменившие себя». Это касалось казаков, о том, что они произошли от тюркских племен на юге России. Для меня это было открытием, и его публикации в последующем я постоянно отслеживал. И мне важно было знать в тот период, постсоветский период, что есть такие люди, способные говорить и рассказывать открыто о том, что раньше умалчивалось. В частности, о влиянии тюркского мира на евразийском пространстве, в частности, на становление российского государства. Я молюсь Всевышнему за то, чтобы его душа упокоилась, и все, что он делал, искренне, открыто, чтобы это было всегда во благо просвещению и ныне живущим после него. Мурат Искандерович имел фамилию Анджи. Анджи – это тюркский крест равносторонний. Но самое интересное, что слово «крест» букву «Т» содержит только в русском языке. В других языках этого слова нет, этой буквы нет. Это слово «крест». Вот Мурат Искандерович всю свою жизнь нес вот этот вот тюркский Анджи. И он не просто нес его, он нес его как знамя. Он дал направление движения не только мысли, указав направление движения всего тюркского сообщества, всего цивилизационного значения тюркского мира и тюркоязычного мира. Он сделал то, что еще вчера казалось невозможным. Он рассказал о предшественнице Руси, стране наших предков, чьи души были наполнены небом. Поведал о степной державе Дешты Кипчак, Великой степи, и раздвинул тем самым диапазон отечественной истории сразу на 1000 лет. Итог, к которому подводят его книги, обескураживает своей неслыханной простотой. Мы были единым народом, единой страной.
Он не раз вспоминал праздник, о котором вот Гаяр Эфенди говорил. Праздник тюркских народов России, посвященный 20-летию его творчества. Этот фестиваль в Москве организовала татарская общественность в 2013 году. Девиз для торжества предложил сам юбиляр «Единый народ, единой страны». Праздник собрал тех, чья родословная связана с историей страны Дашты-Кипчак. Вот кто там был, я до сих пор помню. Говорю по алфавиту, поэтому татары стоят не первые. Азербайджанцы, балкарцы, башкиры, казаки, казахи, карачаевцы, крымские татары, кумыки, русские, татары, узбеки, якуты. И вот я хочу прочесть маленькую цитату из его книги. Читатели увидели в моих работах национальную идею. У нас всех общее прошлое. Я счастлив, писал потом Мурат. Вижу счастливые лица счастливых людей и чувствую себя счастливым. Считаю, это и есть главный итог моих книг о едином народе, единой страны. И вот я думаю, что если главную идею Мурада претворить в жизнь, это будет самый лучший памятник ему и его книгам. Спасибо. Мы собрались в память Мурада Аджи, российского историка, писателя, кумыка по национальности, с древнего села Аксай. Когда-то он был и по сей день остается в умах центром, одним из центров кумыкской культуры и истории древним. Мурад Аджи – человек с большой буквы. Мурад Аджи – человек, который не побоялся системы, один из первых поднял голос, рассказывая о тюрках, об истории тюрков, о культуре тюрков. Первый раз я о нем услышал в 1989 году, когда он в журнале «Вокруг света» написал большую статью. После чего благополучно был уволен. И вот с этого момента его деятельность шла вот в этом русле, и всегда ему строились какие-то препятствия, препоны, он их преодолевал. В общем, человек, который сделал значительный вклад в историю тюрков, сам воин, тюркский воин, воин света, вечная ему память. А потом уже, когда я в 90-е годы в Москву приехал, работал в руководстве Союза писателей СССР и Международном союзе писателей, я удивился. Мурад Аджи, честно говоря, московские писатели, историки всегда отталкивали от себя. Особо с ним не считались, пытались всячески унизить, что это фантаст какой-то. Вот это задевало на больное место, между прочим. И я думаю, вот жить в таком окружении и постоянно слышать, как пренебрежительно о его гениальном творчестве, масштабном творчестве говорят те необразованные люди, я думаю, ему было, наверное, очень больно, очень больно. И он это переживал при встречах. Мне приходилось несколько раз, даже много раз, можно сказать, встречаться с ним, беседовать. И в руководстве Союза писателей, Международного союза писателей я с ним не раз встречался. Но, к сожалению, его цену мы узнали только после того, как говорил Тукай, когда человек ушел в иной мир. Но я бы не сказал, что Мурад Аджи мало публиковался. Книги Мурад Аджи выходили ежегодно издавалась не одна книга, много книг. И Мурад Аджи просвещал нас, детей тюркского мира,
и многих образованных людей России уже с 70-х, 80-х годов. Поэтому мы никогда не должны забывать о таком выдающемся мыслителе, писателе, историке. Ну, я сам прочитал несколько книг его. Я действительно согласен с многими его положениями, потому что он вскрыл очень глубокий пласт истории, показал историю развития всех народов на большом евразийском пространстве, и особенно ярко видна роль тюркских народов. Мурат Аджи, наряду с такими великими учеными, как Лев Гумилев, писатель Алжас Сулейменов, поднял эту тему. И действительно, тюркские народы, они оказали большое влияние на развитие всей цивилизации вот этого суперконтинента. Но прежде всего начнем с того, что было всегда и присутствует, и сейчас мы видим эти трагические события в мире, противостояние Востока и Запада. Но первый урок Западу преподнесли также тюркские народы во главе с Аттилой, который сокрушил античную цивилизацию, и, в общем-то, начался новый порядок в мире. Затем был Чингисхан, тоже завоеватель, который создал, в общем-то, стабильность относительно на евразийском континенте и объединил все народы. И практически почему мы понимаем друг друга? Потому что все тюркские народы жили вместе, жили дружно. И, в принципе, никто не задумывался, какой он национальности, а просто говорили, из какого рода происходит, из какого тукума. И поэтому это было очень сильное государство. И тюркские народы оказали большое влияние на развитие мировой цивилизации. Во-первых, все правители всех стран евразийских, крупнейших, это и Китай, это был хан Хубилай, Чингизид, это и Иран, Ильханиды, это и Индия, потомки Шаха Бабура, который был узбеком, до колонизации Индии они правили. Это и Османская империя, которая содержала в порядке весь арабский мир, который сейчас находится в огне и в смуте уже на протяжении многих десятков лет. Это и Россия, которая сформировалась большое государство. И по сути дела, она была крепка тем, что, в общем-то, не нарушались эти взаимодействия тюркского, славянского, потому что тюркская компонента даже среди русских, она присутствует очень сильно. И, видимо, даже поэтому мы ментально далеки от всей Европы, потому что россияне, не только тюрки, но и сами русские, которые много содержат компонент генетических тюркских, они, в общем-то, совершенно исповедуют другую идеологию, они другие по духу. И поэтому старание всех наших, будем говорить, друзей разъединить все народы и в России, и в мире. И вот то, что произошло с Османской империей, то, что произошло с Россией раньше, что произошло с Советским Союзом, что пытаются сделать сейчас, то, что делают с Турцией, это, в общем-то, звенья одной цепи. И вот как раз Мурат Аджи показал единство всех этих народов, единство и духовное, культурное, цивилизационное, и указал, что путь должен быть един. И я думаю, что вот мы должны следовать вот той идеологии, мы никуда не денемся, мы должны быть едины, мы должны быть вместе, мы должны быть сплоченные, мы должны бороться за свой суверенитет, иначе все, мы, как говорится, если будет в мире будет один победитель, то все остальные народы превратятся в туземцев, ну, мы говорить, так сказать, на американском языке, в индейцев. Надо быть самими собой, надо вспомнить наше великое прошлое и хранить его. Я считаю, что мы действительно здесь собрались люди разных представителей национальности, но мы все без переводчиков говорим на одном языке, друг друга понимаем, и самое главное, мы исповедуем одни и те же идеи. Мы искали помещение, и как раз Рустам Фаизович вот выступил с инициативой, ну и мы с удовольствием согласились. Не так-то просто собрать в эти времена деньги, там, понимаете, помещение найти. Вот. Ну и вот Аллаха шикр, как говорится, да, нашелся такой человек, который за это дело болеет, как-то этому делу помогает. Мы ему очень благодарны. Он вообще призывал к единой России. И его призыв – единый народы, единой стране. Под этим призывом мы проводим как раз, значит, ифтар 29 мая. Мы все тюркские народы приглашаем на наш ифтар единой народы в единой стране. Мы хотим все вместе собраться. Будут представители искусства разных народов, представители культуры, интеллигенции. И часть ифтара мы хотим выделить специально под студентов, те тюркские народы,
которые еще никогда на ифтаре не принимали участие, никогда не были. Мы хотим их на этот вечер впервые привлечь. Мы хотим отдельно провести ифтар, отдельно для молодежи, для студенчества Москвы. И туда мы приглашаем всех студентов башкир и всех студентов татар. Пожалуйста, приходите, ждем вас 5 июня в палатке на Поклонной горе.